Добрый вечер, это телеканал Якутия-24. Вы смотрите новости, в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Цифры дня. За сутки коронавирус обнаружили у более 200 человек по республике. Третий по счету Boeing 737-700 пополнил парк воздушных судов авиакомпании «Якутия». Горный готовится к играм Манчары. Министр спорта Якутии посетил район и осмотрел строящиеся объекты. На форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве Якутия представила 120 идей по 7 разным направлениям. Форум организован агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс». Цель этого мероприятия – совместное проектирование, сбор и широкое обсуждение идей и проектов, которые способны обеспечить устойчивое развитие страны в новых экономических условиях. Как сообщают организаторы, собрано около 15 тысяч инициатив из регионов страны. В рамках секции «Доверие для развития. Вызов века» обсуждали роль доверия в обществе как одного из обязательных условий социальной стабильности страны. В работе круглого стола принял участие глава республики Айсен Николаев. Порядка 20% валового продукта на душу населения – это как раз приносит экономика доверия. И сегодня очень важнейшей частью экономики доверия является репутационный капитал. И с этой точки зрения действия региональных властей, на мой взгляд, они какие должны быть? Во-первых, конечно же, открытость. Умение работать в открытом обществе, умение быть транспарентным, скажем так, да, оно очень помогает. И, может быть, это как раз и способствует тому, что определенный репутационный капитал появляется. И я думаю, что вот так и надо всем нам работать. 214 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано за минувшие сутки в республике. Из них 121 заболевший в городе Якутске. За последние сутки скончались 3 человек. Незначительный подъем новых случаев ковид зарегистрирован в районах республики. Если город Якутск для нас сегодня понятен, то ряд улусов у нас постоянно выходит за какие-то рамки или возникают небольшие очаги, сказала Ольга Балабкина. У нас сегодня поднятие заболевания и новых случаев в Анамбарском районе. Это и Северный район. Конечно, все находится под контролем, но тем не менее ситуацию необходимо урегулировать, чтобы выяснить, что явилось причиной. Также необходимо обратить внимание на увеличение количества случаев в Усть-Алданском районе. Усть-Алданский улус уже являлся улусом, в котором нужно было сделать соответствующие выводы после ситуации в одном из интернатов. Ну и, соответственно, я думаю, что необходимо и сейчас Усть-Алданскому районному оперативному штабу более четко поработать по тем случаям, которые у них выявлены. Ну а в Хангаласском районе с начала недели коронавирус подтвердился у 9 человек. За весь период пандемии ковид диагностировали у более 600 хангаласцев. Репортаж Виолетты Засимовой. На сегодняшний день в инфекционном стационаре Улуса находится 64 пациента. У 16 из них состояние характеризуется как тяжелое, 2 человека на ИВЛ. В провизорном отделении лечения получают 27 человек. География заболевших – это в основном город Покрос, Ой, Актемсы и Махсаулах. А так единичные случаи встречались в каждом наследии. Среди населения вспышек не было. Если в начале второй волны в основном причины были семейные и корпоративные, когда люди посещали друг друга и принимали участие в массовых мероприятиях, это свадьбы, юбилеи, то в последнее время это офисные случаи. Что касается диагностики COVID-19, то, как объяснили в Хангаласской центральной районной больнице, тестирование методом ПЦР сейчас могут пройти только пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции в конце своего лечения и граждане, выезжающие за пределы республики по медицинским показаниям. Больной снимается с учета только при наличии 2 отрицательных анализов ПЦР, поэтому мы по графику проводим забор. Иммуноферментный анализ на антитела проходят больные ОРВИ на 7-10 день с момента появления первых симптомов по направлению врача. Также есть возможность сдать ИФА-анализ платно. Например, если вы прибыли недавно из другого региона или страны и хотите подстраховаться. ИФА-анализ дается у нас в поликлинике ежедневно с понедельника по пятницу с 8 до 9 часов.
С прошлой недели внедряется новый метод диагностики – ИХА-анализ. Закуплено 1100 экспресс-тестов, проведено 150 тестирований. Данные экспресс-тесты применяются с первого дня появления симптомов и в разгар протекания инфекционного процесса. Пока что экспресс-тестирование доступно лишь следующим категориям граждан. Лицам, которые болеют ОРВИ, стаж 65 лет и старше, больным с пневмониями всех. Есть люди, которые находятся по предписанию РПН дома, как контактные, да? Если у них появились признаки ОРВИ, мы сразу делаем ИХА. Людям, находящимся в закрытых учреждениях, это пансионаты, детские дома, работники уголовно-исправительной системы с признаками ОРВИ также проводится ИХА-диагностика. Для остальных жителей района экспресс-тесты станут доступными со следующей недели, но услуга будет платной. В целом в Улусе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Например, если в октябре каждую неделю выявляли по несколько десятков заболевших, в одну неделю коронавирус нашли у 79 человек, то с конца октября, начала ноября еженедельно вирус подтверждается у 12-14 жителей Улуса. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Как на сегодняшний день работает перинатальный центр? Может ли коронавирус отразиться на ходе беременности и самочувствии малыша? Какие изменения введены в правила работы роддомов и женских консультаций? В теме разбиралась наш корреспондент Полина Долинская. Беременность – это, безусловно, прекрасная пора для каждой женщины, но она и самая непростая. В этот период стоит особо трепетно относиться к своему здоровью, ведь вынашивание ребенка – это значительная нагрузка. У беременных довольно часто возникают сопутствующие заболевания. Кроме того, не стоит забывать, что беременная женщина – это не один пациент, а двое. И любая ОРВИ, не говоря уже о коронавирусе, может вызвать серьезные осложнения. И наш перинатальный центр единственный перинатальный центр, который принимает женщин с диагнозом ковид. Наш перинатальный центр начал работать в таком усиленном санэпид-режиме с марта месяца. Да. В нашем перинатальном центре идет распределение таких вот беременных рожениц. Да. Организовано 3 зоны. Это чистая зона, соответственно, карантинная зона и отделение, инфекционное отделение для беременных и рожениц. До сих пор нет ни одного подтвержденного случая, когда ребенок появился на свет с коронавирусной инфекцией. Но есть случаи, когда дети заражались в родильном зале или роддоме. Именно поэтому в перинатальном центре Якутской городской больницы приняты все возможные меры, чтобы снизить риск заражения. Беременные и гинекологические женщины обращаются по направлению, по скорой и самообращение. И тут проводится сортировка беременных и женщин, контактные, с признаками ОРВИ, подтвержденными анализами. У нас на уровне приемного отделения, то есть распределяется. В родовом отделении имеется 10 родовых залов. В связи с пандемией мы подразделили на чистую и на карантинные зоны. Да? Чистая у нас осталось 3 родзала, карантинные 7 родзалов. Туда поступают женщины, не сдавшие анализ на ковид. Это получается, они не обследованные на ковид поступают. Потом они у нас рожают. Пока поступали, они сдали анализ. Потом после родов они или идут в послеродовое отделение, если у них анализ отрицательный, или идут в акушерско-инфекционное отделение, если у них анализ положительный. В связи с введением дополнительных ограничительных мер также запрещены партнерские роды. Посещения в роддоме тоже не разрешаются. На выписку может прийти только 1 человек. Правила передачи посылок также под особым контролем. Во всем мире сейчас происходит эпидемиологический кризис, и многие молодые семьи откладывают планы по рождению ребенка. К счастью, в нашей республике такой тенденции не наблюдается. За 2020 год в перинатальном центре города Якутска на свет появилось более 5400 малышей, а это превышает показатели прошлого года. Полина Долинская, Владимир Павлов, Якутск. Третий по счету Boeing 737-700 пополнил парк воздушных судов авиакомпании «Якутия». Самолет взят в лизинг у крупнейшей лизинговой компании «Джикос» на 5 лет. Отметим, что на самолетах этой модели установлены усовершенствованные двигатели, новое крыло и хвостовое оперение. А внутри судов больше пространства между креслами и в проходе. Удобное размещение багажа для пассажиров.
Эта модель эксплуатируется в авиакомпании «Якутия» уже более 10 лет. Прекрасно проявила себя в наших суровых климатических условиях. Те детские болячки, которые были определены в начале эксплуатации, уже давно учтены и устранены, что позволяет его сейчас без проблем эксплуатировать в наших условиях. В компоновке авиакомпании «Якутия» вместительность составляет более 140 человек. Дальность полета данной модификации составляет 6000 километров. Один из основных показателей также является короткая дистанция пробега после посадки, которая составляет менее 1500 метров, что позволяет включить его в план эксплуатации из аэропорта Якутск на период реконструкции взлетно-посадочной полосы. Министр спорта республики Иннокентий Григорьев с рабочим визитом посетил село Бердигостях Горного района. Там делегация осмотрела ход строительства спортивных объектов к предстоящим играм Манчары. В частности, посетили главный спортивный объект игр – стадион с трибуной на 1000 мест. Далее осмотрели реконструированный ипподром, универсальный стрелковый комплекс с интернатом на 50 мест, также многофункциональный спортивный зал, который откроет свои двери уже к концу декабря текущего года. Сегодня доложили строители, в принципе, идут по графику строительных работ, но мы смотрим, что есть некоторые отставания от графика. Это по многофункциональному спортивному комплексу. Сегодня клуба заказчика тоже были. В принципе, мы приняли решение, что надо добавить количество работников и ускорить ход работ. Поэтому, в принципе, подготовительная работа идет нормальным темпом. И завтра у нас ожидается очередной организационный комитет по играм Манчары. Там мы примем решение с учетом коронавирусной инфекции COVID-19. Но в целом все члены оргкомитета и все рабочие комиссии работают. Работа ведется полным ходом, идет по ранее намеченному плану. Мы сегодня нацелены на то, чтобы каждый человек имел доступный спортивный объект, спортивные площадки, именно в доступном шаговой доступности. Но сегодня это на 100% реализуется в селе Бердигостях Горного района. Таковы новости к этому часу. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Итоги дня подведем в 20:00 в большом выпуске. Следите за своим здоровьем, носите маски, берегите себя.